Праздник весны и труда. Последние десятилетия первомайское шествие действительно превратилось в настоящий праздник. Сегодня уже традиционно на улице Назрани вышла многотысячная армия трудяг самых разных профессий. Мир, труд, май. Сегодня в этом шествии принимают участие те люди, которые в прямом смысле этого слова, не поглотая рук, днем и ночью трудятся на благо своей республики. Это учителя, медики, политические деятели. Это праздник для всех. Здесь собрались и стар, и млад, а вокруг царит по-настоящему весенняя погода и праздничное настроение. Ведь не каждый выходной проходит на такой веселой ноте. Для нас не только сегодня, но и каждый день это праздник. Я хочу пожелать, чтобы каждый день процветала бы наша республика, процветал бы наш город Назрань и процветала бы наша молодежь. Но я присоединяюсь к словам Расула. Хочу, чтобы вся наша молодежь, которая подрастала в духе патриотики, духовно-нравственного воспитания, чтобы прославляли нашу культуру, традиции, обычаи на самом высоком уровне. Настроение отличное, потому что мы со всем Назранским аграрным техникумом, со всеми студентами пришли сюда. Тут же так есть наши знакомые ребята. Мы надеемся сегодня отдохнуть, потому что этот праздник такой, непередаваемые эмоции, одним словом. Мне все тут очень нравится, нас сюда позвали, и надеюсь, что сегодня мы все отдохнем, так как сегодня наш всеобщий праздник «Мир труда». Настроение шикарное, можно сказать, трудовое, хочется делать всего. Когда я сюда приходил, у меня бабушка, она какая-то ветеран труда, она мотивировала, как нужно здесь ходить. Вспомнила свои первомайские праздники. Хочу поздравить всех нас, всех трудящихся с этим праздником, с нашим праздником, пожелать всем счастья, удачи, хорошего настроения. Если для молодых людей это просто еще один повод выйти на улицу с друзьями и весело провести время, то для старшего поколения скорее экскурс в прошлое. Шагая сегодня в рядах обычных рабочих, многие вспоминают, как отмечали праздник в 90-х. Счастливые лица людей, патриотические песни и длинная колонна людей, идущие вперед и смотрящие в светлое будущее. Этот атрибут праздника остается уже долгие годы неизменным, отмечают старшие. С коллективом собраться на праздник труда весны. Очень хороший сбор, хорошее настроение. Что еще нужно? Раньше отмечали. Лозунги, музыка была, проходили. Торжественная обстановка, все так приятно. Ну и сейчас тоже, я думаю, хорошо было, что организовали у нас, это ведь не было. Это, я считаю, сплочение народа, солидарность народа. Сегодня и погода, и праздник располагают к веселью, к активной жизненной позиции, к труду, на благо нашей Ингушетии, на благо всей России. Праздник, вы знаете, вот видите, какая погода, какие настроения. Все прекрасно. Будем также встречать наше 25-летие Республики Ингушетия. Я думаю, у нас есть чем гордиться, есть достижения в республике. За 25 лет сделано очень многое. И через 25 лет, уже 50-летие, вообще будет неузнаваемая наша республика. Пусть она процветает. Поздравить хочу все наше население с великолепным праздником труда мая. Пожелать всем хорошего настроения, здоровья прежде всего. Погода, вы сами видите, все говорит к тому, чтобы душа радовалась. Давайте порадуемся за нашу республику. Мы с детства привыкли к тому, что 1 мая ходили на шествие с родителями. То есть сегодня продолжаем эти добрые традиции. Сегодня прекрасная погода, хорошее настроение. В первом ряду колонны председатели правительства и Народного собрания региона Герой труда России Марьям Богатырева, руководитель объединения организаций профсоюзов. За ними степенно шагает чуть ли не весь ингушский народ, а каждый шаг как маленькая лепта в развитии родной республики. В этот первомайский день только может быть хорошее настроение, позитивное и надежды на добрые перемены в нашей республике, социально-экономического развития, благополучия всех наших жителей. Еще раз поздравляю всех с праздником весны и труда. Этот праздник трудящихся. Поздравляю и трудящихся республики, и профсоюзной организации нашей республики, и, конечно же, всех жителей нашей республики этим прекрасным праздником солидарности трудящихся. Настроение, конечно же, праздничное, потому что это праздник весны, праздник труда, праздник 1 мая. Для нас, для профсоюзов, он еще и праздник солидарности трудящихся всех стран за свои права, за свои социальные гарантии.
Поэтому мы сегодня видим и день какой прекрасный. Соответственно, настроению праздничному удался прекрасный день. Я поздравляю всех. Из всей большой группы выделяются воспитанники Горского кадетского корпуса. Вот они, будущие защитники страны. Даже здесь не изменяют стати и выправки. Еще и гимном вдохновляют остальных. Представители министерств и ведомств, политических партий, диаспор, проживающих в Ингушетии, школьники и студенты. 9000-й полк полностью оправдывает лозунг и название праздника – Международный день солидарности трудящихся. Индира Манкива, Рамзан Миржоев, Новости 24.